Зару Хасан Хаджи, Насика, Варна Гайтамир и, конечно, Калой. Настоящий лидер, способный выстоять в борьбе с несправедливостью, с притеснением богачей и властей. Защитить не только свою семью, а своих соседей и всех несправедливо обиженных. Эти качества истинного джигита Рахманбека в который раз примеряет на себя. Ведь по-другому сыграть персонажа из легендарного романа эпопеи Идриса Базоркина невозможно. Если был бы в этой роли либо другой национальности человек, ему было бы очень сложно перевоплощаться. А здесь наш народ, наши обычаи, наша кипящая кровь, от этого никуда не деться, ты в этом уже родился. И чтобы влиться в роль, понять эту жизнь, почувствовать, прочувствовать, становится легче. Действие романа охватывает последнее десятилетие 19-го, начало 20 века. На примере судеб героев раскрывается история ингушей и чеченцев. В то же время передается вся стойкость, смелость, мудрость и вера народа в светлое будущее. Сюжет повествует о становлении личности, борьбе характеров, условиях значимых исторических событий. По всем законам спектакля, присущим ее героине Зару чертам, сдержанно и грациозно на сцену выходит и Лейла Наргиева. Этот первый актерский опыт для нее оказался настоящим уроком жизни. Роль Зару полностью противоположна мне, и очень было сложно вжиться в эту роль. И, можно сказать, на репетициях я еще полностью не могла ее почувствовать, Зару всю. А уже в Москве, когда был мой первый дебют, я ощутила полностью всю ее боль. С текстом проблем у меня не было, у меня были проблемы с чувствами. И особенно финальная сцена с мамой, когда Зару проклинает свою маму Батази. Эта сцена для меня очень сложная. Наблюдать за тем, как мужественно Калой добывает шкуру медведя или соперник Гайтамир сватает его возлюбленную, ингушской публике не впервой. Но в этот раз знакомая история предстает перед зрителями в непривычном жанре. Визитную карточку Республиканского театра модернизировали в мюзикл. И герои легендарного романа впервые запели. Внесены в спектакль вокальные номера и элементы хореографии. Музыка тоже написана специально к постановке. Ахметлянов признается, сомневался, нужны ли Калою вокальные партии. Такой персонаж и поет, но, как видно, риск оказался оправдан. Горец, по 2 метра ростом, широкие плечи, и вдруг, когда главный герой начинает петь, не будет ли это как-то идти в контрапункт его внешнему образу. Но мы все-таки предполагали, что понятно, что театр – это прежде всего поиск каких-то новых форм, и решили попробовать. Ну, получится, по крайней мере. Надеялись на то, что хуже ничего не будет. Может быть, спектакль, наоборот, обогатится вокальными партиями. Рискнули, по отзывам зрителей, вроде бы спектакль удался. Тема человеческих отношений всегда была интересна зрителю. Предательство и верность все так же волнуют людей, говорит Мадина Костоева. Она играет далее, уже 16 лет. Именно эта роль и открыла для нее мир театра. Я могу сказать, что я даже выросла в этой роли и выросла из этой роли, потому что я внутренне уже стала взрослее своего персонажа. Но это одна из любимейших моих ролей. Нравится то, какая эта девушка, мой персонаж, ее легкость, ее отношение к миру, то, как она вообще описана в этом романе. Вообще играть образы, которые выписывал Базоркин, это одно удовольствие, потому что они настолько хорошо и четко выписаны, да, что их может играть и школьник, и я не знаю, это то, что вот доктор прописал, как говорится. Это очень интересно на самом деле. Какой образ ты не взял бы, да, это все интересно. Например, я играла Наси, сейчас играю с удовольствием просто Батази. Также я с удовольствием сыграла бы Докки, которая сошла с ума, например, да, ну и так далее. Посмотреть на оживших героев своей любимой книги приходят театралы самых разных возрастов. Причем постановки каждый раз собирают полные залы зрителей. Вот и сегодня они по достоинству оценили новый взгляд на устоявшуюся классику. Спектакль
Покорила игра актеров и маленькую Софию. Она уже видела постановку, но роль Зару ей так понравилась, что захотелось прийти сюда снова. Мне понравилось. Они там говорили вот так письма. Там они как расставлялись, мне нравится. Там начало мне нравилось. Там еще вот так она прикрылась, там встала. Мне понравилось. Спектакль про людей с их жизнью наизнанку, где перед зрителями предстает история вне времени, написанная из тьмы веков. Шарадат Хулухоева, Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.